Всем привет! Сегодня я расскажу о том, как за кулисами вершится судьба страны. Кто участвовал в переговорах по поставкам ГСМ из России. И да, это расследование стало возможным постоянному мониторингу прилетов VIP-джетов волонтеров Jetfile Кыргызстан. Боско бензинге лимит коюлуп турат. Айтышы боюнча бензин менен дизель уже проблема болуп аткан. То есть бизде запас калбай калыптыр, ошон үчүн уже лимит коюлуп, аз-аздан берилген бензин. Ушундай уккандар барбы, чынбы или жалган? Конец октября, на заправках ограничения. Обеспокоенные люди задаются вопросом, что происходит? Власти молчат. Нефтетрейдеры признают, что есть проблема. Ситуация на рынке ГСМ оставляет желать лучшего, поскольку в последние 2 месяца отгрузки сократились с российских нефтеперерабатывающих заводов. В связи с этим запасы, которые держат нефтетрейдеры, сократились до месячного уровня. Канат Ишатов, президент Ассоциации нефтетрейдеров Кыргызстана. На этом фоне вице-премьер-министр Данияр Амангельдиев почему-то дает разъяснение не в наших СМИ, а российскому информагентству, что, возможно, помимо России будут переговоры и с Азербайджаном по поставкам ГСМ. Вполне возможно, это все будет зависеть от экономики, как будет складываться экономика, какое будет транспортное плечо у него. Данияр Амангельдиев, вице-премьер-министр КР, 23 октября 2025 года. И вот они переговоры. Мы просто проведем хронологию прилета и вылета участников переговоров с 31 октября по 4 ноября. 31 октября, 10 вечера, Flight Radar показывает, что в аэропорт Тамчи приземляется VIP-джет авиакомпании «Газпром Авиа». Это первый участник переговоров, представитель или сам глава «Газпрома». Прилетел он из Санкт-Петербурга. Таким образом, в юбилейную дату компании мы можем уверенно сказать, что «Газпром» полностью выполняет все свои обязательства, последовательно и успешно реализует стратегию развития, являясь стратегическим партнером государства. Спустя 5 часов в 3 часа ночи в Тамчи приземляется самолет авиакомпании Zafir Air. Он прилетел из Москвы. Молдавские расследователи выяснили, что турецкая авиакомпания обслуживает 2 самолета, купленных людьми беглого олигарха Илона Шора. Молдавские журналисты взорвали бомбу, они раскрыли, кому на самом деле принадлежат самолеты, на которых летает вся верхушка Кыргызстана. Через сложную схему люксовый джет за $17 миллионов купил человек из окружения беглого олигарха Илона Шора. Садыр Джапаров прилетает на правительственном самолете из Каракола в Тамчи в 16:36 и даже успевает побывать вместе с первой леди на презентации макета города Осман. Вот он, прекрасный макет нашего проекта совместно с китайцами. Вон там вот Тимур Азаматович сидит, вместе с китайцами обсуждают. Совсем недавно уехали сами 01, его жена были на передовой. В 7 вечера прилетает еще один самолет из Риги. Авиакомпания Union Aviation, также нам знакома. На самолетах этой авиакомпании также часто летали наши чиновники, да и в Риге проживает много наших старых знакомых. Например, гражданин Латвии Алексей Ширшов. Осенью 2021 года мы заметили 2 частных самолета, прилетевших в Бишкек из Риги. Сообщения источников говорили, что на одном из них прилетел Ширшов, а на другом Максим Бакиев. 30 сентября журналист Замир Казакбаев написал пост. Он утверждает, что Алексей Ширшов прилетел 28 сентября в Бишкек на личном самолете, поселился в гостинице «Орион» и встречался с действующим директором завода «Достан». Чуть позже на наш запрос пограничная служба нам подтвердила, что действительно Ширшов прилетал в сентябре и использовал паспорт гражданина Латвийской Республики. Ближе к 10 вечера прибывает еще один участник переговоров из Москвы, по дороге залетев в Бишкек. Российский VIP-джет используется компанией «Газпромнефть». То, что это были переговоры по поставкам ГСМ, стало известно 3 ноября.
В наших СМИ появилось сообщение. Индикативный баланс на 26 год утвержден на уровне 25 года с возможностью последующей корректировки в зависимости от фактического потребления Кыргызской республики, отметили в Минэнерго. Источник «Кактус Медиа», 3 ноября 2025 года. На момент появления этого сообщения правительственный самолет уже вылетел в Бишкек. Борт покинул Тамчи еще 2 ноября, но остальные участники оставались там. Для обслуживания гостей использовались вертолеты МЧС, и по их полетам мы смогли определить место проведения переговоров. Траектория вертолетов заканчивалась в одной точке. Это спортивная база ликвидированного вора в законе Камчи-Кольбаева «Барс». Сейчас она принадлежит государству. В начале года источники нам сообщали, что базу используют для своих вечеринок и мероприятий Илон Шор и Алексей Шершов. 13 марта президент Садыр Джапаров провожает Эмомали Рахмона в Бишкеке, а в это же время элитная вечеринка в Чолпан-Ате. Президентский вертолет стоит во дворе спорткомплекса «Барс», место, где раньше тренировались боевики Камчи Кольбаева. После убийства Кольбаева имущество перешло к государству, теперь используется иначе. Выступление geldik. Bugün Вечеринку устроил Алексей Шершов. Бакиевы тоже устраивали элитные вечеринки. Сценарий знакомый, актеры новые. Участники переговоров разъехались 4 ноября. Кто обратно в Россию, а кто в Стамбул, кто в Дубай. Переговоры прошли успешно. Объем поставок ГСМ восстановлен. Но остаются вопросы. Кто эти участники из Риги и из Москвы? Кто ведет переговоры от имени государства? Кто же тайно управляет страной? Мы собрали все факты, а вы поделитесь своим мнением в комментариях. До новых встреч!